Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Братья и сестры в исламе, мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Сегодня, иншаллах, мы продолжим разговор о больших признаках. На прошлой неделе мы быстро пробежались по всем признакам, но я просто хочу, чтобы вы узнали об остальных больших признаках тоже. И сегодня мы, иншаллах, поговорим о них более подробно. О чем бы я хотел поговорить, так это о двух. Об одном из них более подробно, и это об имаме Аль-Махди, который выйдет перед судным днем. И мы обсуждали уже многие вещи, которые касаются Махди. Есть множество людей, которые имеют разные рассказы и мнения о том, кто такой Аль-Махди. Но пророк, мир ему и благословение, оставил для нас замечательные подробности о том, кто такой Махди. И доказательства, ясные как солнце, о том, когда он выйдет и каковы будут его признаки. И любой, кто заявляет, что имам Махди появится, заведомо лжет. Любой, кто утверждает, что он появится где-то помимо Мекки, также лжет. В хадисах Бухари и Муслима, в большинстве из них, многие из которых сахих, говорится об имаме Аль-Махди, о том, кто он такой, описываются его черты, описывается его характер, описываются события, которые произойдут, когда он выйдет, и это есть признаки истинного Махди. Так пусть они знают, иншаллах, что они не запутают нас. Возвратимся к разговору на прошлой неделе, где мы говорили немного об Аль-Махди. И единственной вещью, о которой я упомянул на прошлой неделе об Аль-Махди, это то, что он будет потомком пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Итак, он будет из его семейства. У вас есть возможность проследить его древо, семейное древо. Оно есть, оно восходит к пророку, мир ему и благословение. Он из семейства пророка. Об этом также есть хадис пророка, мир ему и благословение, в Муслиме, что он будет из Ахлюль-Бейт, он будет из моего семейства. Он появится в Мекке. И Аллах Пречистом Всевышний наделит его огромной силой, невероятной силой. Я говорю о силе власти и руководстве, большой армией. У него будут несметные богатства, собранные вместе. Он будет ими управлять. Он изменит мир из состояния притеснения к состоянию справедливости, так же, как он был ранее наполнен несправедливостью. Он уничтожит, к примеру, такую вещь, как капитализм. Он справедливо будет управлять средствами, и он будет распределять их правильным образом. До такой степени, как сказал пророк, мир ему и благословение, что не будет никого. Когда придет его время, в его время не будет никого, кто нуждался бы в закяте или милостыне. Потому что вообще не будет бедных людей. Они будут говорить: «Отдай такому-то и такому-то, у меня достаточно». Они, возможно, беднее, чем я, но по факту не будет бедных людей. Закят не будет даваться, и садака тоже не будет даваться. Из богатства, о котором мы говорим. И этот имам Аль-Махди выйдет с армией, которая сразится с людьми арабского полуострова. Часть из них поглотит земля, а другую часть он уничтожит. Они спросили: «О пророк Аллаха, а что если часть армии, которую он уничтожит, будет состоять из людей, которые не намеревались сражаться с Махди, но из-за неясных знаний запутались?» И они думали, что они на правильном пути. Он сказал: «Каждый, кто умрет в тот день, получит воздаяние за сражение согласно их намерению». Согласно их намерению. Затем он сразится с другой армией. Она выйдет на сражение с ним из Биляд Аль-Фурс, что называлось Персией тогда. Сегодня же это Иран. Это конкретно Иран. Останется это Ираном или нет, Аллаху алям. В настоящее время Иран, главным населением его являются рафидиты. Рафидиты, известные как шииты, в настоящий момент. Будут ли это они, или это будет кто-то другой, знает лишь один Аллах. Ну, просто так, к слову. Рафидиты, шииты, имеют совсем другое представление о том, кто такой Аль-Махди. У них полностью другое представление о том, кто такой Махди. Я не буду вдаваться в подробности этого. Вы можете спросить у них, если вы знаете кого-нибудь из них. Но это совсем иной Махди, в отличие от нашего. И произошло конкретное сражение однажды в Мекке несколько лет назад, в которое были вовлечены рафидиты, и кто-то подумал, что это был Махди.
Но этот человек был убит, а Махди не может быть убит вот так, пока он не станет управлять миром. И в течение 10 лет он наполнит его справедливостью. Его имя будет Мухаммад, сын Абдуллы, так же, как пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сын Абдуллы. У него будут такие же характеристики, как и у пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Такой же нрав, очень схожие черты нрава. Мы описывали эти черты на прошлой неделе. Его армия сразится с римлянами. Римлянами в те времена были византийцы. Сегодня же, по-видимому, большинство европейцев являются потомками римлян и византийцев. Кем бы они ни были сегодня, в основном сегодняшние европейцы являются потомками римлян и византийцев. Аль-Махди со своей армией сразится с ними, и пророк, мир ему и благословение, сказал: «Вы объединитесь вместе, или у вас будет партнерский договор с римлянами». Как я сказал, тогдашние римляне, сегодня, по всей вероятности, это европейцы. У вас будет с ними совместный договор, совместное дело, и вы сразитесь с врагом, который является врагом римлян. Вы сразитесь с врагом римлян. Вы победите. А затем битва разгорится между мусульманами и христианами. Румы в те времена были известны как христопоклонники или крестоносцы. И они вернутся. Они вернутся. И мусульмане сразятся с ними. И будет война между китабиюнами, людьми Писания, и мусульманами. Мы говорили об этом на прошлой неделе, но лишь кратко. И пророк, мир ему и благословение, сказал: это будет Мальхамат аль-Кубра, так он назвал это. Великое сражение, великая битва. Будет такая война, что летающие объекты в воздухе, находящиеся на окраинах военных действий, будут падать с неба из-за ярости этого сражения. Они будут падать с неба из-за ярости этого сражения, и Аллах знает лучше. Аллах знает лучше, что означает это толкование на самом деле. Но то, что мы можем предположить, просто предположить, это то, что это может быть ядерная война. Но Аллах знает лучше. Потому что может заставить летающие объекты или летающих птиц упасть с неба, если только не стрельба по ним? Но хадис не говорит, что будет война с птицами. Никто из людей не будет стрелять по птицам. Они будут падать из-за ярости войны. И Аллах знает лучше, что это значит. Он сказал: мусульмане пошлют Аш-Шурта. Аш-Шурта означает большой отряд из армии, группа, бригада. Они будут сражаться до тех пор, пока не разлучит их ночь. Будет ли это в первую ночь, во вторую ночь или ночи спустя, Аллах знает лучше. Некоторые ученые сказали, что это будет в первую ночь. Другие же сказали, что позже, значит, ночи спустя. И Аллах знает лучше, в какую из них. Но смысл в том, что ночь разлучит их по какой-то причине, и каждый возвратится к своим лагерям. Он сказал: вся группа мусульман, что была послана, погибнет. Не просто погибнет. Слово «тафна» означает, что они вымрут или исчезнут. Тафна — исчезнут. Как говорят о самолете или корабле, которые проходили Бермудский треугольник, что они исчезали, и никто не знает, что с ними стало. Это то, что произойдет с этой группой. Но они будут истинными мусульманами, сражавшимися в истинной войне ради Аллаха. Затем пошлют следующую группу, то же самое произойдет и с ними. Затем они пошлют третью группу, то же самое случится и с ними. Мы не знаем подробностей о времени и месте. Но то, что мы точно знаем, так это то, что будет 3 группы, которые исчезнут. И это будет. Они спросили: о посланник Аллаха, где это будет? Он сказал: это произойдет в Шаме. В Шаме. Также сегодня Шам. Вы знаете, где Шам? Когда мы говорим, мы называем это Великой Сирией, Беляда Шам. Некоторые люди думают, что Шам означает саму Сирию, где правление принадлежит президенту Аль-Асаду. Но нет, это не так. Она была известна как Великая Сирия перед Первой мировой войной. Великая Сирия, которая включала в себя такие страны, как Ливан, Палестину и Иорданию. Так, даже Ирак и те местности, возможно, и сам Ирак, являются Шамом. Он сказал: это сражение произойдет в Шаме. Он сказал: лучшие из людей будут в Шаме. И те, которые восстанут против них, будут тоже из Шама. Он также сказал: вы будете
Стоять на рибате, дозоре, как будто вы находитесь в войне, стоять на страже до судного дня, до тех пор, пока вы будете находиться в Шаме. И это означает, что в Шаме не прекратятся сражения, и то, что вы всегда будете стоять на страже. То есть всегда будет опасность в Шаме. Я однажды поехал жить в Ливан на 4 года, и это было самое мирное время. Мне тогда только исполнилось 19. И в то время могли произойти 2 потенциальные войны. 2 потенциальных войны могли произойти там, но это вернулось в русло гражданской войны. И в Шаме постоянно идут беспорядки. Люди ожидают все, что угодно в любой день и час. С момента, как нам стал известен Шам, такое происходит там. Войны там сменяются битвами. И это не по причине этих стран. Аузу билля. Это на самом деле из-за благословенности тамошних мест. Но посмотрите, добро и зло всегда в сражении. И добро и зло продолжают борьбу вплоть до судного часа. В землях Аш-Шама есть благо. Сейчас там все смешалось, но благо всегда будет в Шаме, и зло всегда будет сражаться с ним, где бы оно там ни было. Зло и добро будет сражаться в любом случае. И пророк, мир ему и благословение, сказал нам: борьба между истиной и ложью будет всегда, вплоть до судного дня, и ложь всегда будет впереди. Почему? Потому что когда истина побеждает ложь, появляется другая ложь. Это очень легко придумать ложные вещи, но истина останется истиной, ее нельзя изменить, нельзя ни увеличить, ни уменьшить. Итак, Шам будет всегда в сражениях. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам в те дни, что лучшие из верующих будут там. Лучшие из них будут там. Пророк, мир ему и благословение, попросил Аллаха благословить Шам и его людей. И там, мои братья и сестры в исламе, будут эти сражения. Также будет группа из людей, которая будет также из Шама. И пророк, мир ему и благословение, говорил о них особенно. Мы не знаем их имен или их точной национальности, но мы знаем, где они будут располагаться. И пророк, мир ему и благословение, сказал нам в достоверном хадисе: наступит такое время, он обращался к своим сподвижникам, когда появится группа из верующих, которая будет на истине. Они будут обучать Корану и сунне пророка, мир ему и благословение. Они оживят ее и будут обучать ей своих детей, то есть жить жизнью ислама, даже несмотря на то, что правители повсюду будут против них. Они будут жить по нему, даже если останется их малое количество. Он сказал: люди соберутся против них, и они продолжат сражаться и защищать принципы ислама, истину и справедливость. Он сказал: клянусь Аллахом, один из их мучеников, один их мученик лучше, чем 50 ваших из числа сподвижников. Они спросят: о пророк Аллаха, кто эти люди и почему так произойдет? Он ответит: вся хвала Аллаху. Вы сражаетесь. Ваша война удивительна. Ваше мученичество удивительно. Вы сражаетесь за справедливость, защищаете невинных, ваша кровь и так далее и тому подобное. Однако, у вас есть помощь. Сейчас у вас есть помощь. У вас есть поддержка. Мусульмане поддерживают друг друга. Но у них, когда придет их время, они будут смотреть по сторонам, и не найдут они помощи ни от кого. Их братья покинут их мусульманские братья покинут их, страны отрекутся от них, правители не помогут им, и они останутся одни. Они спросили: о посланник Аллаха, где они будут? Он сказал: в те дни. Они будут в окрестностях или на границе Иерусалима. Они будут там. А там ли они сегодня? Возможно. Будут ли они там немного позже? Аллах знает лучше. Может быть. Но опираясь на свои догадки, я думаю, они сейчас там, сражаются, защищают. И они, возможно, неизвестны. И о них никто не слышал из СМИ, потому что мы знаем, что из себя представляют СМИ. Сменяют ложь на истину, а истину на ложь. Как костюм, пользуясь своей властью.
Итак, это то, что будет происходить там, о чем поведал пророк, мир ему и благословение. Он даже сказал, что истина будет искажаться ложью, и ложь будет превращаться в истину, что правители один за другим будут обманывать, что правители будут не обучены, что именно такие люди будут занимать руководящие посты, а непригодные и ответственные. Людей грамотных, истинных руководителей не будут допускать, то есть их отодвинут на задний план. Эти изменщики и неграмотные люди. Как он сказал, пророк, мир ему и благословение, сказал, когда доверие или ответственность будет вверена безграмотным людям, то ждите наступления судного часа. То есть ожидайте его. Настолько он скоро. Очень скоро. Армия Аль-Махди будет сражаться, и эти люди будут с ними. В конце они одержат победу над этой римской армией, и пророк, мир ему и благословение, сказал, как Ибн Аббас передает в этом хадисе, да будет доволен им Аллах. Это длинный хадис. Когда человек увидел дым в небесах, он побежал к Ибн Аббасу со словами: «Судный час наступил! Судный час наступил!» Он лежал, затем встал и сказал: «Нет, судный час еще не настал». Он сказал: «Судный час не настанет, пока мусульмане не сразятся с армиями римлян в Дабике». Дабик — это место, которое находится в Шаме. Неподалеку от Медины есть Дабик. Вы можете увидеть, пророк, мир ему и благословение, сказал нам, что в этих местах, за пределами Медины, не конкретно в Саудии или в Медине, потому что она в Саудии, но за пределами, где-то есть Дабик. В средней части Шама, на Ближнем Востоке, известного нам сегодня, он сказал: «Вы сразитесь с римлянами в Дабике». И он сказал: «Вы будете сражаться с ними яростно, пока летающие предметы не станут падать с неба». Все это произойдет с вами, пока, наконец, оставшаяся часть мусульман не выйдет. Мужчины, женщины и дети выйдут и сразятся с ними, и они одержат победу. Он сказал: Ибн Аббас говорит: настанет день, когда не будет радости или восторга от любого наследства, что было оставлено, или от любых военных трофеев, потому что в роду, в котором насчитывалось 100 человек, 99 из них погибнут и умрут в этой войне. То есть это будет ожесточенная война, ужасная война, которая произойдет. И весомой причиной ее ожесточенности будет разобщенность мусульман, сектантство, в котором мы пребываем, разного рода группировки среди нас, раскол мусульман, следование за конкретными людьми, а не следование за пророком, мир ему и благословение. Следование за конкретным человеком. Времена, когда истина будет оцениваться по человеку, за которым они следуют. Что значит, каким бы ни был человек, с ним истина, а должно быть наоборот. Должно быть так. Вот истина, и ты должен судить человека по истине, а не судить истину по человеку. А сегодня это так. Мы судим истину по человеку. Если вам нравится человек, вы говорите: «Вот истина», и вы вообще не хотите никого слушать. Истина есть пророк, мир ему и благословение, который показал нам ее, как ясное солнце, невежество, которое распространилось по миру. И вот почему мы достигли того, чего мы достигли. Пророк, мир ему и благословение, сказал: 80 наций объединятся против вас. 80 флагов, 80 стран объединятся против мусульман в Шаме. Мы победим. Итоговая победа будет за мусульманами. Однако мы будем в таком положении. Эти мусульмане направятся также в место, как пророк, мир ему и благословение, его назвал, Константинополь. Туркам известно, что это за место. И они спросили у него: «О пророк, где это место?» Он сказал: «Вы слышали о земле, часть которой находится на суше, другая часть ее в воде?» Они сказали: «Да, о посланник Аллаха. Стамбул, Константинополь — это эти места». Он сказал: «Мусульмане вернут его. Мусульмане вернут его во второй раз. Мусульмане завоюют его. Они возвращали его однажды. Он был у них. Затем он был преобразован и разделен. Затем он будет завоеван вновь, но уже под шариатом ислама». Он сказал: «В то время, когда римляне будут побеждены, мусульмане будут иметь силу, и они откроют Константинополь. Они возьмут его посредством 3 такбиров, когда они нападут
на одну часть стены. Произнося при этом слова «Аллаху Акбар», вскоре люди этой части крепости услышат это. Они отдадут им землю, они отдадут им ее. Они даже не будут сражаться. Продвигаясь дальше по земле, они достигнут ее половины. Произнесут те же слова «Аллаху Акбар», и люди просто отдадут им ее. Они скажут: «Мы не будем сражаться с этими людьми», пока, наконец, они не захватят ее полностью. Наконец их призовут, и им будет сказано: «Возвращайтесь в свои дома и свои семьи, потому что появился Ад-Даджаль». И это второй признак, который я хочу обсудить. Итак, Ад-Даджаль буквально на арабском слово Ад-Даджаль означает лжец, изменник, иллюзионист. То есть все эти слова. Хитрец и даже больше, чем это. Иллюзионист, обманщик, Ад-Даджаль. Каждый способ, который вбирает в себя ложь, все ее формы. Ад-Даджаль будет иметь в себе все виды этой лжи. И самое страшное, самое опасное, что будет в себе иметь Ад-Даджаль, это психологическое обольщение. Даджаль будет самым худшим испытанием. Я имею в виду, у нас было множество войн до этого. Мусульман просто уничтожали со своими странами до этого. Но Даджаль, он не уничтожит или захватит власть по всему миру. Реально, оружием массового поражения или вещами вроде этого. Он возьмет вверх над ними путем психологической войны. И в чем живем мы сегодня? Какие войны сегодня являются наиболее сильными и опасными войнами? Как вы думаете? Это не кровопролитные войны и войны массового уничтожения. Нет, это идеологические войны, в которых мы сегодня живем. Вы можете жить в самой мирной стране сегодня, но через интернет и телевидение наша молодежь, мусульманская молодежь, уничтожается ментально, психологически. Как же это объяснить? Мы живем сейчас во времена, то, что мы называем чем-то вроде очень сложной обратной стороны психологической войны. Обратная психология. Вперемешку с другими обманами. Ты смотришь на зло и думаешь, что это благо. И это вызывает у тебя улыбку. И наша молодежь считает это нормальным. Сейчас религия рассматривается как ограничение, а не защита. И я не буду зацикливаться на этом слишком долго, но я хочу, чтобы вы знали, на данный момент Даджаль не выйдет, пока не будет предпосылок. Должны произойти определенные события перед тем, как выйдет Ад-Даджаль. И этот человек, Ад-Даджаль, выйдет в то время, когда мир будет готов принять его и его обольщение, когда это найдет отклик у его последователей. Итак, Ад-Даджаль. Пророк, мир ему и благословение, назвал его Аль-Масих Ад-Даджаль. Почему? Слово Аль-Масих означает «помазанник». И один из его глаз будет выглядеть как стертый. Он не будет видеть свет, только тьму. На один глаз он не будет видеть. Он будет выглядеть как высушенная виноградина, из которой высосали влагу. Аль-Масих. А иногда называют Аль-Масих Ад-Даджаль. Лжемессия. В Библии и в иудаизме его называют антихристом. То есть он будет антихристом, который будет против Исы, мир ему. Пророк, мир ему и благословение, назвал его Аль-Масих Ад-Даджаль, Христос, который будет лжецом. То есть он не будет настоящим Христом, но он заставит людей подумать, что это он. Этот человек, Аль-Масих Ад-Даджаль, и пророк, мир ему и благословение, рассказал нам, что он станет причиной фитны для всех людей, на основании того, что Аллах даст ему в качестве силы. Он заставит идти дождь по своему желанию, как захочет и где захочет. И он запретит его тем людям, для которых он не захочет, чтобы он пошел. Он будет оживлять землю с ее плантациями и урожаем, и сможет превращать другую землю в мертвую, чтобы она никогда не имела урожая и плантаций, то есть оставлять там людей без еды. И множество иных способностей, которые Аллах дарует ему, чтобы протестировать людей одним из последних испытаний для человечества к концу судного часа,
Что касается Исы мир ему, и я сейчас говорю, чтобы отличить его от него. Он исцелял слепых с дозволения Аллаха, и он оживил мертвеца, также с дозволения Аллаха. По правде, это было правдой. Ад-Даджаль не сможет этого делать. Но он будет обманщиком. Он сделает так, как будто воскрешает людей из мертвых. И я объясню это через минуту, иншаллах. Он также назван Аль-Масихом, не только из-за глаза, который будет выглядеть как стертый, но также из-за того, что слово «Аль-Масих» на арабском означает «тот, кто распространится по свету». Он побывает везде в мире, и это также истина. Он побывает везде в мире, достигнет каждой местности в этом мире и займет их, кроме двух мест – Мекка и Медина, или Таиба, или Ясриб. У нее несколько имен. Аль-Масих, Ад-Даджаль назовет их Таиба, что означает Мекка и Медина, и он не будет в состоянии войти в них. Но он достигнет их границ, и он попытается обмануть людей, кто будет там. Итак, когда Аль-Масих Ад-Даджаль впервые появится, он скажет: «Я Христос, я Иса мир ему». И пророк, мир ему и благословение, описал его. У него будут очень вьющиеся волосы. Он будет человеком из потомков пророка Адама. Когда он выйдет, верующие узнают его. Они не будут обольщены им. У него будет 3 буквы на лбу – Каф, Фа и Ро, что означает кафир или куфр, скрывающий истину или отклоняющий истину. Он будет молод по годам. Он не будет старым. Возможно, ему будет лет 30. У него будет красная кожа. Он будет выглядеть весьма рыжим по цвету. Он не будет высоким. Он будет низким. Достаточно низким. Относительно низким. Но его тело будет очень коренастым. Он будет здоровым. Если ты взглянешь на него, ты скажешь: какой здоровый человек. Он будет очень коренастым. Он не будет высоким. На самом деле будет совсем невысоким. У него также будет грубая кожа. И его лицо будет грубым. Его лоб будет широким. Лоб у него будет широким. Его грудь будет также широкой, с широкими плечами. Его правый глаз будет выглядеть как стертый, как виноградина. На правый глаз он не будет видеть, но будет видеть левым. И этот глаз не будет выглядеть вытаращенным, и не похоже, что он будет полым. Он будет, как я сказал, выглядеть как сухая косточка виноградины. На его левом глазу будет дополнительный кусочек нароста в виде кожи. Так он будет выглядеть, как будто на нем дополнительный нарост из кожи, либо снизу, либо сверху. То есть пророк, мир ему и благословение, описывает его достаточно подробно здесь. И буквы на его лбу. Пророк, мир ему и благословение, сказал нам: они будут либо по отдельности, то есть отдельными, то есть отдельно по буквам, либо вместе, но они будут иметь тот же смысл. И каждый мусульманин будет способен прочесть их, кроме неверующего. И одним из других его описаний было то, что он не сможет иметь детей. У него не будет детей. Он будет женат. И это некоторые описания о нем, о которых пророк, мир ему и благословение, рассказал нам. Итак, Даджаль — это метафора. Некоторые люди говорят, что Даджаль, о котором говорил пророк, мир ему и благословение, это телевидение. Телевидение, оно же с одним глазом. И врет тебе. Нет. Пророк, мир ему и благословение, дал конкретное описание, потому что у телевизора нет вьющихся волос, так? Он не имеет 2 глаз. Он не имеет 3 букв кафара. Вы можете включить прекрасный Коран на телевизоре, если захотите. Был человек во времена пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Я просто хочу рассказать вам его историю. Его прозвище было Ибн Сайяд, Софи Ибн Сайяд. Его имя было Софи, сын Сайяда. Кто-нибудь о нем слышал? Софи Ибн Сайяд. Нет? Я расскажу вам его историю. Этот человек, Софи Ибн Сайяд, жил во времена пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И он был маленьким мальчиком.
Он происходил родом из иудейской семьи. И он сильно ненавидел пророка, мир ему и благословение. Он вырос с большой ненавистью к нему. И говорится, что этот маленький мальчик, Софи ибн Сайяд, имел способность сказать вам то, о чем вы думаете. Он имел определенные способности. Правдивая история, она в Сахихе. Это не выдумка. Пророк, мир ему и благословение, услышал о нем. И однажды он захотел пойти и проверить, действительно ли это Даджаль или нет. Он пошел вместе с Умаром ибн аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, и они направились к деревне, где жил Софи ибн Сайяд. Он сидел, играя во что-то, и пророк, мир ему и благословение, попытался подобраться. И это описывает Умар ибн аль-Хаттаб. Пророк перебегал от дерева к дереву, прячась за ними, пытаясь приблизиться к этому мальчику, чтобы послушать то, что он говорил. Он бормотал что-то. Пророк хотел послушать, что он говорит. Как только пророк, мир ему и благословение, приблизился к Софии очень близко, он был очень близко и начал слушать то, что он говорил. Внезапно мать мальчика увидела пророка, мир ему и благословение, и она сказала: «О, Софи, здесь же Мухаммад, мир ему и благословение». Софи обернулся и тут же перестал разговаривать. Он начал злиться. Вот так. Он ненавидел его, мир ему и благословение, без всяких причин. Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Если бы только его мать не увидела меня, и я смог бы услышать еще пару слов, я бы узнал, является ли он даджалем или нет». Потому что люди говорили, что именно он и был даджалем, что он появится там и что он был даджалем. Пророк, мир ему и благословение, сказал мальчику: «Поистине я приберег для тебя нечто в своей груди, в своем уме, и я хочу, чтобы ты попытался выяснить, что это». Мальчик взглянул на него немножко напряжно и сказал это: «Ад-дух, ад-дух». Он повторял лишь «ад-дух». Пророк, мир ему и благословение, сказал: «Пошел прочь, тебе никогда не преодолеть своего предела». И пророк, мир ему и благословение, сказал ему: «Засвидетельствуешь ли ты, что я посланник Аллаха?» Он ответил: «Только если ты засвидетельствуешь, что я посланник Аллаха». Немножко дерзкий чувак, говорить пророку, что он посланник Бога. Пророк, мир ему и благословение, встал и ушел. А Умар ибн Хаттаб спросил его: «Что такое ад-дух? Что ты приберег внутри себя? Что это за слово, которое ты скрыл?» Он сказал: «Я приберег слово ад-духан». Ад-духан означает «дым», и он угадал половину его. Этот мальчик Софи ибн Сайяд вырос. Он жил в Медине. Он на самом деле принял ислам. Он женился, и говорится, что он имел около 10 детей. И сподвижники избегали его. Они не доверяли ему, находясь рядом с ним. Однажды они пошли совершить хадж, и они возвращались с хаджа, и по пути Саад ибн Мусайиб, или... Это был не Саад ибн Мусайиб, другой сподвижник пророка, мир ему и благословение. Он сел в тени под деревом передохнуть. И Софи ибн Сайяд пришел со своими вещами и сел рядом с этим сподвижником. Сподвижник посмотрел на него с неохотой, что он был рядом с ним, и он сказал ему: «Посмотри, вокруг же много теней. Иди сядь куда-нибудь в другое место». И Софи ибн Сайяд начал плакать. Он спросил его: «Почему ты плачешь?» Он ответил ему: «Все говорят обо мне, что я даджаль». И все в этом роде. Он сказал ему: «Вы же все знающие люди. Этот сподвижник был ансаром из Медины. Вы же крайне знающие. Вы же знаете, что ад-даджаль не мусульманин, а я мусульманин. Он не способен жениться, а я женат. У него не будет детей, а у меня есть дети. Он не сможет войти в Мекку и Медину, а я здесь». Сподвижник сказал: «Клянусь Аллахом, он прав. Ты прав». Затем Софи ибн Сайяд сказал ему: «Но знаешь что? Это имя довольно хорошее. Классное имя. Называть меня ад-даджалем со всеми этими способностями, я бы не возражал, если бы я на самом деле был им». И сподвижник встал и сказал: «Держись подальше от меня». И он ушел от него, в то время как Софи ибн Сайяд смеялся. То есть он был весьма странным человеком. После смерти пророка, мир ему и благословение, произошло великое сражение. Великая война с Мусайлимой аль-Каззабом, где сотни знатоков Корана были убиты. И Софи ибн Сайяд был среди сражающихся. И они разыскивали его и его тело. И они сказали:
Мы так и не нашли его ни среди убитых, ни среди живых. И все его дети умерли. И его жена умерла после этой битвы. Они так и не нашли его. Он исчез. Это история Ибн Сайяда или Ибн Саида. Его и так называли. И Аллах знает лучше, где он. Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я сказал это перед пророком, мир ему и благословение. Клянусь Аллахом, он и есть Даджаль, и пророк, и не отрицал то, что я сказал, и не подтверждал. Он просто оставался безмолвным». Вопросы, связанные с Даджалем, будут довольно своеобразные и запутанные до тех пор, пока он на самом деле не появится. Потому что следующая история вызовет у человека много вопросов. Кто такой на самом деле Даджаль и в чем его сила? Был ли это Ибн Сайяд или кто-то иной? Жив ли он на данный момент? Это неизвестно. И умер ли он, также неизвестно. Однако есть хадис, переданный сподвижником по имени Тамим ад-Дари. Пророк, мир ему и благословение, рассказывает, и данный хадис, кстати, приводится имамом Муслимом. По условиям Муслима он считается с очень сильной цепочкой передатчиков. Вкратце, пророк, мир ему и благословение, однажды созвал людей Медины, сказав им: «Приходите быстро в мечеть». Так они пришли и расселись в мечети, и пророк, мир ему и благословение, поднялся со своей тростью. Каждый раз, когда он хотел обратиться к людям, он вставал на возвышенность или на камень, и он держал при себе трость. И он сказал им: «Вы знаете, из-за чего я собрал вас здесь?» Они ответили: «Аллах и его посланник знают лучше. Это могло быть время молитвы. Это могло быть хоть что». Он сказал: «Пусть каждый остается в том положении, как он обычно молится. То есть, как если бы они пришли на молитву. Просто сядьте». Затем пророк, мир ему и благословение, сказал: «Я не собрал вас вместе ради призыва или предупреждения. Однако я созвал вас из-за вот этого человека, Тамима ад-Дари, который поведал мне о чем-то, что совпадает с тем, о чем я говорил вам ранее. Но у него есть дополнительные подробности этого, и я хотел бы, чтобы он рассказал вам про это». Так он попросил Тамима ад-Дари рассказать это. И Тамим ад-Дари, который принял ислам, он был христианином, принявшим ислам. Он был арабом. Он встал и начал говорить: «Мы были на корабле, и на нас обрушился огромный шторм. И мы блуждали, пока наш корабль не прибило к острову. Мы сошли на остров». В еще одном хадисе пророк, мир ему и благословение, и тот, кто передал этот хадис, он рассказывает это от своего имени. Он говорит: «К нам подошло животное с этого острова. Оно было настолько волосатым, что мы не могли разобрать, где у него зад, а где перед. Где у него была голова, а где зад, мы не могли понять. Мы сказали ему: «Горе тебе, кто ты? Мы не видели прежде творения, подобного тебе». И оно заговорило. Животное сказало: «Я Аль-Джассаса». Если сказать слово Аль-Джассаса, оно означает разведчик или тот, кто приносит весть. Они спросили: «А что такое Аль-Джассаса, этот разведчик или вестник?» Затем животное сказало: «Идите. Идите в Ад-Дейр». Ад-Дейр – это место, известное сегодня, где люди молятся, как монахи, или люди, которые посвящают свою жизнь этому. Они живут там, поклоняются, неважно, какой религии они. То есть монахи, которые там живут. И оно сказало им: «Там есть человек, который ждет от вас новостей с большим нетерпением». Они говорят, что мы начали убегать прочь от этого животного, думая, что это джин или шайтан, или что-то в этом роде. И побежали к тому человеку, к тому творению. Мы вошли в эту хижину, предназначенную для поклонения. И внезапно мы увидели перед собой человека, который был огромный как здание, которого мы прежде не видели.
Он был настолько крупный телом и в своих чертах. Сильный, крупный и большой. Его руки были прикованы к его шее кандалами. Вот так. Его голова и руки также были прикованы к его коленям. Вот так. Он едва мог смотреть. Он был скован очень хорошо. Он не мог двигаться. Колени, ноги, шея — все было сковано. Мы спросили у него: «Кто ты?» Он ответил: «Вы можете мне навредить, потому что я скован. Это у меня первого есть право спросить, кто вы, так как я не уверен в своей безопасности». Они сказали: «Хорошо. Мы люди из Аравии. Мы плыли на нашем корабле, и шторм настиг нас, пока мы не затерялись и не высадились на этом острове. Мы высадились на этом острове и повстречали животное, которое пришло к нам, которое было сильно волосатым. Затем мы спросили: кто ты? Оно ответило: я разведчик или вестник, и оно направило нас к тебе». Они говорят: «Мы очень испугались этого человека. Мы не чувствовали себя в безопасности около него». Тем не менее, этот человек обратился к нам: «Поведайте мне о финиковых пальмах Байсана». Байсан — это город в Иордании. И он хотел знать, плодоносят ли пальмовые деревья там. Мы спросили: что именно ты хотел узнать о Байсане в Иордании? Он сказал: я хотел спросить вас, растут ли на множестве пальмовых деревьев там финики или нет? Они ответили: да, там полно финиковых деревьев, и на них полно фиников, больше, чем во множестве других известных нам мест. Он сказал: скоро эти пальмовые деревья и финики на них оскуднеют. Они не будут больше плодоносить. Сегодня и вправду в Иордании финики дефицит, хотя исторически там их было в изобилии. Слушайте далее. Он сказал: расскажите мне об Ат-Табария. Вы знаете, что такое Ат-Табария? Это океан или море? Хорошо, Ат-Табария — это озеро. Оно также близко к Аш-Шаму. Они спросили: что ты хочешь о нем знать? Он сказал: есть ли в нем вода? Они ответили: да, в нем полно воды. Он сказал: вскоре вода в нем исчезнет, и оно перестанет существовать. И сегодня, по правде, вода в нем пошла на убыль, чем это было прежде. Затем он спросил их: расскажите мне об источнике Зугар. И источник Зугар находится вблизи Иерусалима, Бейтуль-Макдис. Возможно, это займет 3 дня путешествия, если начать путь из Иерусалима, Бейтуль-Макдиса. Там этот источник, то есть он находился приблизительно в том месте, что мы называем сегодня Израилем. Они спросили у него: что ты хочешь узнать об этом источнике? Он сказал: есть ли в этом источнике вода? Используют ли люди его воду для орошения? Они сказали: да, в нем много воды, и люди используют ее для орошения. Он сказал: хорошо. Расскажите мне о неграмотном пророке, который не умеет ни читать, ни писать. Что он сделал? Мы сказали: он покинул Мекку и поселился сейчас в Ясрибе, Медина. Он спросил их: люди воюют с ним? Мы ответили: да. Он спросил: как же он с ними обошелся? И мы рассказали ему, что он был выселен своим собственным народом, но затем он отправился к другим арабам, к людям Ясриба, которые приняли ислам вместе с ним, и они последовали за ним. Этот человек спросил их: это действительно случилось? Мы ответили: да. Он сказал: поистине для тех людей, кто подчинится ему, лучше продолжить подчиняться ему. Он на самом деле поддержал пророка, мир ему и благословение. Теперь я вам поведаю о себе. Я Масих, Христос.
Он сказал: «Вскоре после знамений я покажусь вам, и мне будет разрешено выйти, и я выйду. Я выйду и буду ходить по земле. Я не оставлю ни одного поселения или города, или места на земле, которые бы я не посетил в течение 40 дней. Весь мир за 40 дней. Кроме Мекки и Таиба, Медины». Он сказал: «Эти два города будут запрещены для меня. И когда мы говорим о его посещении, это означает захватить их, взять верх над ними, овладеть ими. Всякий раз, когда я попытаюсь войти в один из них, меня встретит ангел с обнаженным мечом в руке, не позволяя мне войти. И он будет препятствовать мне войти в Мекку и Медину». Далее он сказал: «Поистине там, у каждого прохода, который ведет в Мекку и Медину, есть группа ангелов, которая будет охранять их вплоть до судного часа. Там будут всегда ангелы, если попытаться войти в Мекку и Медину через любой проход в горах. Их там всегда будут охранять ангелы, но мы не сможем их увидеть». Пророк, мир ему и благословение, схватил свою трость и положил ее рядом со своим бедром. Мир ему и благословение. А затем он начал стучать ей по земле вот так. Он был крайне напряжен, мир ему и благословение. Было что-то важное. Он явно был обеспокоен этим. И он ударил по земле и сказал: «Поистине это Таиба», то есть указывая на Медину. Он сказал: «Это Таиба». И большинство людей даже не знали, что такое Таиба. Он сказал: «Это Таиба, о которой я вам говорю. Это Медина, в которой вы находитесь прямо сейчас». Он сказал: «Разве я вам не рассказывал о подобном прежде, что этот человек выйдет и не сможет войти на эту землю?» Они сказали: «Да, о посланник Аллаха», потому что он рассказывал им много про это прежде. Он сказал: «Рассказ Тамима ад-Дари, клянусь Аллахом, поразил меня, когда он мне рассказал об этом, потому что это соответствует тому, что я вам рассказывал о Мекке и Медине. Поистине ад-Даджаль находится в одном из островов в морях около Шама». Это то, где сейчас находится ад-Даджаль. Он на одном из островов в морях около Шама. И некоторые ученые сказали, что ад-Даджаль сейчас жив. Он сказал: «Может быть, в Йеменском море, Аравийское море». Но затем пророк, мир ему и благословение, поправил себя и сказал: «Нет же, он находится на востоке, в сторону Медины, где-то там». Он сказал: «На одном из морей, на каком-то острове». Где-то на востоке, в эту сторону. И он указал своей рукой в эту сторону, в сторону востока. То есть пророк, мир ему и благословение, не сказал точно, где он, но указал в этом направлении. То есть он где-то близко, на Среднем Востоке. И Аллах знает лучше, но впервые ад-Даджаль появится в Шаме, на Среднем Востоке. И в этом много смысла. Христиане и иудеи будут первыми его последователями. На самом деле, иудеи будут первыми, кто последует за ним, потому что они ждут выхода своего Мессии. Они не верят в Аису, мир ему. Они не принимают Мухаммада, мир ему и благословение. То есть они будут первыми последователями Даджаля. Они скажут: «Он и есть реальный Аиса». Что касается христиан, они верят в приход Аисы, мир ему, из-за того, что они исказили свои священные писания. Они будут думать, что это этот человек, потому что он скажет: «Я Аиса, мир ему». Они попросят показать чудеса, и он покажет им чудеса. Некоторые из них не будут убеждены, но впоследствии он скажет, что «я Бог». А затем они скажут: «Каковы твои доказательства?» Он скажет, что только Бог может воскрешать из мертвых. «Что, если я воскрешу твоих родителей из мертвых?» Они скажут: «Хорошо, тогда мы поверим, что ты Бог». У него будет способность, чтобы джинны и шайтаны в этот момент работали на него. Он воскресит их, и они будут похожи на его родителей. И он заговорит с ними. Так люди из числа не мусульман и из числа слабых мусульман последуют за ним.
Пророк, мир ему и благословение, продолжал говорить о Даджале в тот день, так, что его сподвижники говорили. Мы сильно боялись, потому что он рассказывал, что его время настолько близко, что мы начали думать, что он прячется где-то за деревьями. То есть, настолько близко его время. Он сказал: «Если он появится в мое время, я буду тем, кто будет защищать вас от него. Но если я умру, и он выйдет, каждый мусульманин должен будет отвечать сам за себя». Ад-Даджаль будет странствовать по земле 40 дней, как мы сказали. Один день будет равен году, второй — месяцу, третий — неделе, а остальные дни будут как обычные дни. Будет один человек, который сделает что-то. И пророк, мир ему и благословение, сказал: «Я знаю его, и он будет лучшим шахидом». Он придет предупредить людей, говоря, что он не Бог, он Даджаль, он Антихрист. Ему скажут: «Что ты такое говоришь о нашем Господе?» И его приведут. Даджаль скажет: «Я твой Господь. Взгляни, на что я способен». Он ему скажет: «Ты лжец, и пророк, мир ему и благословение, рассказывал нам про тебя». Ему принесут пилу, он распилит его на 2 части. Затем он пройдет между 2 частями тела, и человек воскреснет, и вновь станет живым. И пророк, мир ему и благословение, сказал нам, что он сделает так лишь раз, просто один раз. И Даджаль скажет ему: «Теперь ты веришь, что я твой Господь?» И человек ответит: «Теперь я убедился еще больше, что ты не Бог, ты на самом деле Даджаль, и ты не сможешь это сделать со мной вновь». И по правде он уже не сможет сделать это вновь. Он бросит его в огонь, и пророк, мир ему и благословение, сказал, что у него будет что-то похожее на огонь и что-то похожее на воду. Он сказал: «Но это лишь иллюзия. Огонь будет водой, а вода будет огнем. Подойдите к огню, выпейте из него, и вы увидите». И этот человек исчезнет, пропадет. Пророк, мир ему и благословение, сказал, что он будет лучшим. Он реальный человек. Он будет лучшим шахидом, который попытается удержать людей от поклонения Даджалю. После окончания 40 дней мусульмане будут совершать молитву позади Махди. И будет уже время почти молитвы Зухр. Этот хадис также мы можем найти в Сахихе Муслима. Они будут совершать молитву в Аш-Шаме, в Сирии, а конкретней в Дамаске. В мечети под названием, пророк, мир ему и благословение, назвал ее «Белый минарет». Они называют ее так сейчас, в Дамаске. Там много белых минаретов, но это крайне сияет и светится среди всех остальных. Будет небольшая группа людей из армии Махди, которая будет молиться в этой мечети. Когда они будут собираться совершить молитву Зухр, внезапно снизойдет Иса, мир ему, настоящий Иса. Он возложит ладони на крылья 2 ангелов и спустится. Он будет одет в 2 желтые одежды. Борода его будет длинной и черной. Волосы его будут черными и длинными. Они будут не кудрявыми и не прямыми. Они будут достигать его плечей, как если бы с них капала вода, как если бы вода просочилась на них. Так он будет выглядеть, мир ему и благословение. Его щеки будут румяны. У него будут румяные щеки, и он будет белокожим. То есть он, Иса, мир ему, очень красивый человек. Снизойдет, и он войдет в эту мечеть. И мусульмане заметят его. И Аль-Махди отступит назад, чтобы Иса, мир ему, стал имамом в молитве. Он скажет: «Каждому народу Аллах назначает своего имама, и ты назначен имамом этого народа, так что останется на своем месте». То есть Иса, мир ему, снизойдет ради одной цели. Он будет молиться позади Аль-Махди. То есть таким будет статус Махди. Иса, мир ему, будет молиться за ним. После этого, как говорит хадис, он протрет лица мусульман, что будут там, и он расскажет им об их местах в раю. Они устремятся в Бейтуль-Макдис, чтобы сразиться с армией от Даджаля. И в Бейтуль-Макдис, в Иерусалиме, Даджаль придет со своим войском. Он не будет знать, что Иса, мир ему, с Аль-Махди, с армией мусульман, и они обнаружат его на границе храма Соломона, как вы это называете. Это храм около Бейтуль-Макдис. Это то, где Сулейман, мир ему, возвел свое царство. Они войдут и увидят Даджаля со своим войском. И как только Даджаль увидит Ису, мир ему, он начнет убегать. И пророк, мир ему и благословение, сказал: он начнет убегать и начнет таять. Буквально таять. Но до того, как Иса, мир ему, заставит его таять, Иса, мир ему, последует за ним с мечом и убьет его. Так он будет истекать кровью и умрет. Он скажет людям: если он Господь, как я смог его убить? То есть, если бы он растаял и исчез, они бы подумали, что он Бог, но он убьет его и докажет людям, что он не Бог. Аллах знает лучше.
Будет ли покаяние в тот момент? Смогут ли люди принимать ислам или нет? Сообщения по этому поводу противоречивы. Мы не знаем, появится ли солнце с запада к этому времени, потому что пророк, мир ему и благословение, сказал, когда солнце встанет с запада, ни одно покаяние уже не будет принято. Или это будет все еще время для покаяния? Если это будет время для покаяния, лишь малое число людей покается, и Аллах знает об этом лучше. Иса, мир ему, будет жить. И Аллах знает лучше, как долго. Некоторые хадисы говорят 10 лет, некоторые 40 лет. Но то, что мы точно знаем, согласно этому хадису, что он переживет Аль-Махди, мир ему. Аль-Махди проживет 10 лет, и он наполнит это время справедливостью, как я говорил до этого. И Иса, мир ему, скончается немного позже. То есть Иса, мир ему, теперь по правде умрет. В настоящий момент мы верим, что Иса, мир ему, поднят, и он жив, и он должен вернуться. Однако они не убили его и не распяли, но это Аллах, который поднял его к себе. Каким образом, мы не знаем. Теперь, будет ли это в это время, или после этого, или ближе к этому времени, мы не знаем. Смысл в том, что когда появится первый признак, другие большие признаки начнут проявляться друг за другом. То есть не будет промежутка между ними вообще. Мы не говорим о годах. Мы говорим, может быть, о нескольких днях, или в тот же день, или в несколько недель. Они будут идти один за другим, крайне быстро, признак за признаком. Имейте в виду, малые признаки уже идут. Большинство малых признаков уже произошло. Большие признаки будут идти друг за другом. Пророк, мир ему и благословение, описал это как бусинки, когда вы рвете шнурок, и бусинки начинают падать одна за другой. То есть ни один из них не будет происходить одновременно, вместе, друг за другом. Они будут происходить близко друг за другом. Большие признаки. Это похоже на быстротекущий конец света. Когда миру приходит конец, он умирает. Это как человек на своем смертном одре испытывает болезнь за болезнью, болезнь за болезнью. И если вы понимаете, что на самом деле будет происходить, это смерть Аль-Махди, смерть Исы, мир ему. Затем в это время, или спустя немного времени, солнце взойдет оттуда, где оно садится. Пророк, мир ему и благословение, сказал: покаяние, возвращение к Аллаху, обновление вашей веры перед Аллахом, свят Он и велик, всегда будет принято, пока не произойдут две вещи. Одна из двух вещей, пока душа не подступит к горлу, когда вы умрете. Покаяние будет приниматься, пока душа не подступит к горлу, и вы будете делать вот так. И когда солнце взойдет оттуда, где оно садится. И это к концу времен. И не будет больше покаяния, не будет больше принятия ислама. Все, тот, кто ты есть, им ты и останешься. Кафир кафиром, мусульманин мусульманином. Тот, кто не молится, тот не молится. Тот, кто не просил прощения, так и не будет просить. Все, тот, кто вы есть, тем вы и будете. И вот так взойдет солнце. Научные теории на данный момент говорят нам, что Вселенная изменяется, и галактики изменяются. Я не знаю, знаете ли вы много о расширении Вселенной. Этот эффект был открыт во времена Альберта Эйнштейна. И теперь это уже научный факт. Научный факт, что Вселенная расширяется. Уже миллиарды лет. Это истина. И Коран как бы намекает на это. Некоторые ученые, толкуя этот аят, «Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем», говорят, что смысл в том, что она, Вселенная, достигнет такого момента, где расширение остановится, и будет то, что они называют большим взрывом, или будет образована другая Вселенная. Это то, что говорят они, не мусульмане. Это говорят ученые. Тем не менее, мы знаем то, что нам поведал пророк, мир ему и благословение, что земной шар изменится, Вселенная взорвется, и все остальное полностью изменится. То есть, траектория движения Солнца, которую мы видим, изменится в обратную сторону. Это также показывает, что вся Солнечная система изменится в обратном направлении. И вот так земной шар изменится и произойдет взрыв. И когда взойдет Солнце, не примется больше покаяния. И сразу же после этого все больше и больше вера будет исчезать из этого мира, пока, наконец, не будет забран Коран, пока Кааба не будет разрушена, и не останется ни одного живого единобожника на этой земле. Но есть еще несколько признаков, прежде чем это произойдет. Мы оставим их на следующую неделю, иншаллах, чтобы обсудить их, и да воздаст вам Аллах благом.